Сейчас в Донецкой Народной Республике работает делегация Кабинета министров Чувашии. На совещании с правительством ДНР приняли решение о включении Донецкого и Торецкого заводов в электротехнический кластер республики. О том, что обсуждали на совместной встрече, в репортаже наших коллег с донецкого телевидения. Закрепить договоренности, которые были достигнуты в июле этого года. С такой целью в Донецкую Народную Республику приехала делегация из Чувашской Республики. Задачи, которые тогда поставили лидеры субъектов России, сегодня активно реализовываются. Среди них восстановление промышленных предприятий. Уже сейчас они готовы к работе. Так, на встрече приняли решение, что в рамках межрегиональной кооперации 2 электротехнических завода ДНР до конца этого года будут включены в кластер Чувашской Республики. Соответственно, это даст достаточно широкие возможности предприятиям Донецкой Народной Республики в вхождении в рынок Российской Федерации. Плюс, помимо этого, будут достаточно серьезные меры поддержки для данных предприятий. Мы сейчас ведем работу с Министерством угля и энергетики Донецкой Народной Республики по определению объема технического оборудования, которое будет производиться непосредственно на данных предприятиях. Это бесконечно, то есть ты создаешь кластер, а дальше ежегодно ты можешь претендовать на деньги. Ты доказываешь свою кооперацию внутри кластера, потом выявляешь там какие-то ниши, например, тот же электротехнический кластер. Мы производим 95% сейчас в Российской Федерации продукции, но 5% мы заводим за границей. И чтобы возместить вот эти 5%, мы говорим о том, что да, у нас появляется проект, и просим деньги на этот проект в Российской Федерации, чтобы не завозить из-за границы, а производить самим. Примечательно, что сейчас в Чувашской Республике проходит и обучение специалистов из ДНР. Там они изучают процесс производства электротехнического оборудования и уже успели сделать первую партию новой продукции. Регион очень сильно помогает. Во-первых, помогает гуманитарной помощью. Это тоже нельзя забывать. Второе, предприятия помогают наши запускать. 2 наших завода фактически вывезли весь свой персонал в Чувашию для того, чтобы обучиться там, на тех станках, работать по заказам, которые поступают сюда. В программе обучения у них была практическая работа. И вот практическая работа была как раз-таки создание оборудования типа блочно-модульной подстанции 35 киловольт. Те сильные компетенции, которыми сильна Чувашская Республика, поделиться с Донецкой Народной Республикой, чтобы Донецкая Народная Республика сама могла производить данный тип оборудования. При этом в Чувашской Республике не побоялись, что предприятия Донецкой Народной Республики станут их конкурентами. Напротив, они оказывают помощь во всех направлениях. Даже поделились конструкторской документацией. И теперь мы в тесной связке идем, и в том числе с помощью этого обучения заказы берем совместные.